Премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента ЮАР Сирила Рамафосу, премьер-министра Эфиопии Аби Ахмеда и других гостей в аэропорту встречают особенно. На больших медиафасадах фотографии глав государств-участников БРИКСа и персональные приветствия. Также на экранах появилась цитата Владимира Путина: «БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка». Сегодня на полях саммита БРИКС у Владимира Путина марафон двусторонних встреч. Переговоры глава государства провел в губернаторском дворце Казанского Кремля. Российский лидер встретился с индийским премьером, президентом ЮАР, главой нового банка развития БРИКС. Одно из самых ключевых событий саммита – переговоры с председателем КНР. На встрече с Си Цзиньпинем Владимир Путин отметил: Татарстан – самобытный, быстро развивающийся регион с талантливыми и трудолюбивыми людьми. Ключевые тезисы в репортаже Рамиля Галиуллина. Без преувеличения исторический момент. К губернаторскому дворцу подъезжает кортеж председателя Китайской Народной Республики. Си Цзиньпиня встречает лично Владимир Путин. Переговоры между китайским и российским лидерами не раз назывались одним из самых ожидаемых событий саммита. После долгого рукопожатия за стол переговоров участие во встрече принимает Рустам Минниханов. Переговоры президент России начал с поздравлений. В этом году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Владимир Путин представил гостю Татарстан, дав высокую оценку как руководству республики, так и жителям. Очень самобытный, интересный, быстро развивающийся регион нашей страны. Регион этот может гордиться своими людьми, трудолюбивыми, талантливыми и своими темпами развития. Си Цзиньпинь отметил, он наслышан о столице Татарстана. Саммит БРИКС проводится в Казани. Я много узнал об этом городе. И я знаю, что этот саммит имеет большое значение. И мне стало известно, что 400 лет назад Великий чайный путь, который соединил наши страны, также проходил через Казань. И через этот путь китайский уишанский чай везли именно в Россию. Связи России и Китая. Образец того, как должны строиться отношения между странами, подчеркивает Владимир Путин. Товарооборот увеличился на 4,5%. С КНР сотрудничают и ряд крупных предприятий Татарстана. Подписано 8 соглашений с китайскими провинциями. Действует генконсульство. Один из самых крупных совместных проектов ХАЭР. В Казани обучают более 2000 китайских студентов. Открыто прямое сообщение с Шанхаем. Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и во многих других областях. Здесь, в Татарстане, построен и новый логистический центр, которому присвоено имя Дэн Сяопина, который этот центр используется для грузоперевозок между нашими странами. С теплых объятий началась встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. О давних и дружеских отношениях двух лидеров говорит то, что это второй визит индийского лидера в Россию за полгода. И весьма символично, что Владимир Путин начал переговоры с шутки, забыв про переводчика. Позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Это один из наших исторически замечательных городов. У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Владимир Путин отметил, российско-индийские отношения носят статус особо привилегированного партнерства. Контакты укрепляются по линии законодательных органов. На постоянной связи министры иностранных дел. В хорошем состоянии товарооборот. В ноябре в Нью-Дели пройдет заседание межведомственной правительственной комиссии. Последовательно развиваются крупные проекты, подчеркнул глава государства, и поддержал решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть и вас, и всю вашу представительную команду в России. Моди в ответ поблагодарил Владимира Путина за дружбу и гостеприимство, а также признался в особом отношении к Казани. Мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут.
Встретился Владимир Путин и с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Именно у Южноафриканской республики Россия приняла эстафету председательства объединения. Говорили сегодня о двусторонней торговле. Она с начала года выросла на 3%. Российский лидер отметил, оба государства выступают за создание справедливого миропорядка. И, конечно, Россия придает особое значение укреплению отношений со странами африканского континента. Вместе работаем над практической реализацией принятых по итогам Петербургского саммита Россия-Африка совместных документов, декларации и плана действий до 2026 года. По словам южноафриканского президента, саммит в Казани организован на высшем уровне. Россия является ценным партнером. Мы рассмотрим вопросы, представляющие большую важность с точки зрения геополитики. Я говорю о всех событиях в мире, но также о вопросах, которые касаются торговли, мира, безопасности. Марафон двухсторонних встреч продолжился переговорами с Дилмой Раусеф, президентом нового банка развития БРИКС. Цель организации – финансирование инфраструктурных проектов государств объединения. Как отметили на встрече, банк с 2018 года профинансировал 100 проектов на 33 миллиарда долларов. Владимир Путин подчеркнул, организация – хороший и перспективный финансовый институт. Говорили и о расчетах в национальных валютах стран БРИКС. Это одна из актуальных тем саммита. Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить независимость финансовых стран-участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно, в сегодняшнем мире развитие экономики от политики. В свою очередь, Дилма Раусеф отметила, страны так называемого глобального юга, проще говоря, государств в южном полушарии, нуждаются в финансировании. Как вы уже отметили, мы действительно реализовали и направили финансирование довольно-таки масштабное на ряд проектов, однако все равно этого недостаточно в сравнении с нуждами стран глобального юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах. Впереди встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Казань.